Наум Геннадьевич, спасибо огромное, что уделили время. И, конечно же, я с главным вопросом. Всего несколько дней назад появилась информация о том, что педагогическая общественность, математики в данном случае, обратились к премьер-министру, вы были вместе с ними. И речь, насколько нам известно из информации, шла о неком новшестве, которое Министерство просвещения решило ввести в части математики, алгебра, геометрия в 9 классе и математика, алгебра, начало анализа плюс геометрия в 11 классе. Но не буду скрывать, очень многие, я в том числе, не поняли, в чем, собственно, проблема, что случилось. Добрый день, Мисфа. Очень приятно, что этот вопрос решили обсудить. Я начну с того, что все же вы правильно подметили, может быть, общество не до конца поняли вообще, что происходит, с чем вообще связано то, что педагогическое сообщество обращается к премьер-министру, именно учителя математики, хочу отметить. На сегодняшний день есть приказ министра просвещения с положением, где четко написано, что алгебру в 9 классах и геометрию объединяют в один предмет, и алгебра и начало анализа и геометрия в 11 классах. Изначально так получилось, что в Министерстве просвещения были приглашены учителя-методисты и главные специалисты со всех районов, где в начале учебного года поставили их перед фактом о том, что будет итоговая аттестация учащихся по этим предметам. То есть предмет будет называться математика. Учителя-методисты, специалисты главные, у них возникли очень много вопросов, и ряд вопросов, которые стоило бы все же их мнением прислушаться. Вот. Но я, как знаю, по имеющейся информации, их мнением никто не прислушался. После чего 15 декабря 2023 году комитетское заседание, было расширенное заседание комитета в парламенте, где были приглашены заведующие отделов образования всех районов и города Сухум и министр просвещения. По уважительной причине не смог попасть на эту встречу Инал Соломонович, была заместитель министра Ада Алексеевна Кварчеля. Был задан вопрос заведующим, согласны ли вы и ваши учителя с таким новым форматом, новое ведение по математике, где они практически единогласно дали отрицательное отношение, высказали, что ни они, ни их учителя не согласны с таким форматом проведения итоговой аттестации учащихся. Плюс я хочу тут отметить, что еще до этого лично я был у министра просвещения, мы встретились, поговорили нормально, обсудили, но я туда пошел не только с одной целью, навязать свою точку зрения, что это неправильно. Была и другая цель, что смогут убедить и меня, что это хорошо, и в конце дадут хорошие результаты, данная форма проведения. Сразу же хочу отметить, что то, что министр просвещения Инал Соломонович Габля обратил внимание на такой предмет, как геометрия, поддерживают все учителя, педагогическое сообщество. На самом деле, единственный предмет, который развивает логику в школе, это геометрия. Алгебра, она основана на формулах, выучил формулы, подставил и пошло. А все же мышление развивает геометрия. Это первое, хочу сказать. Второе, то, что Министерство просвещения хочет поднять уровень преподавания геометрии, это правильно, однозначно. Тут все только
будут поддерживать. Ни одного учителя математики не найдется, кто будет против этого. И что произошло? При встрече я старался аргументированно объяснить, почему это не стоит делать, но мы не смогли прийти к общему мнению. Поэтому мы постарались в парламенте встретиться с заведующими. Я вам уже выше озвучил, как это происходило. После чего мы все же услышали, что положение дальше разрабатывается, не услышали ни одну точку зрения. И после подписания данного приказа сперва учителя города Сухум, их до 70 учителей, начали обсуждать этот вопрос бурно и решили написать обращение на имя премьер-министра Александра Золотинсковича Анклава. Это не жалоба, хочу отметить, это не заявление, это всего лишь обращение с просьбой. В данной ситуации это была вынужденная мера. Они не стали держать наблюдательную позицию, потому что это все же касается детей, в первую очередь, хочу отметить. Это еще не коснулось родителей. Когда коснется родителей, тогда поднимется резонанс в обществе. Почему? Скажу причины, что послужило, что педагогическое сообщество не согласно с такой формой. Первое – это то, что объединяют два разных предмета. Алгебра и геометрия – это два различных предмета, где выставляются отдельные оценки в аттестате. Для того, чтобы объединить, это равносильно тому, что, вот, например, возьмем абхазский язык и литературу, русский язык и литературу. И тут точно так же. Сегодня предлагается Министерством просвещения на итоговой аттестации дать ребенку 8 заданий, где 5 алгебраических и 3 геометрических. И если даже ребенок решит все 5 заданий алгебраических безукоризненно верно, но ни одно геометрическое, ему по приказу четко написано, ему будут ставить 2, оценку неудовлетворительную. Общавшись с учителями, все в один голос сказали, что они не готовы к тому, чтобы, положив руку на сердце, поставить ребенку, решив все 5 алгебраических, поставить 2 и выставить с экзамена. Никто не может на этот шаг пойти, но по приказу учитель будет вынужден это делать. Это первое. Второе. Почему речь идет об апробации? Кто-то может со мной не согласиться, это же моя точка зрения. Да? Для чего нужна апробация? Для того, чтобы ввести экзамен, новый формат, ввести и так далее. Я озвучил. Первое. Объединение 2 предметов. Раз. Второе. У нас есть школа, которая подведомственна Министерству просвещения. Это средняя школа номер 1 города Сухум. В данной школе в течение учебного года можно было провести контрольно-измерительные работы, диагностические работы, срезовые работы, проверочные работы. И потихоньку посмотреть, как ребенок осваивает и что он вообще показывает. Мы не должны забывать, что сегодня учитель, заходя на урок, он работает на среднего ученика. Есть дети, которые поступают на юридический факультет. И ему не нужно столько разбираться в стереометрии, глубоко изучить и показать в письменном виде решение всех этих задач. Это первое. Второе. Провести экзамен там. Хотя бы изначально на базе первой школы провести экзамен. И после чего на следующий учебный год пригласить всех методистов республики, обсудить итоги данной апробации. Что хорошо, что плохо. И потом, в течение года, есть учителя молодые, которые работают немного лет, где с ними нужно провести курсы, я считаю, потому что как оформлять эти работы, как оценивать, потому что у экзаменационной комиссии может возникнуть вопрос.
да, там 4 балла за какое-то задание. Один учитель, ассистент скажет, что он считает, что в этой работе надо 3 балла поставить за это задание. Другой специалист скажет, например, экзаменатор, он 2 балла. Другой ассистент может сказать 1 балл. Я считаю, что в этом задании нужно поставить только 1 балл. Почему? Например, для меня чертеж самый главный. Если чертежа нет, грамотного чертежа, то ребенок, конечно же, не поймет вообще, что он делает. Еще в сельских школах, мы когда виделись с учителями, они озвучили, что предмет черчения не ведется во многих школах. Так если черчения нет в школе, то как ребенок в 10-11 классе может показать эти сечения, эти все чертежи? Это же сложно же. Зачем алгебра и так, давайте говорить откровенно, все равно не каждому дан этот предмет. Да, всегда основными предметами считались родной язык и математика во все времена. Это понятное явление, но в этом именно вопросе алгебре и так им было тяжело, да, решать. Еще геометрию сверху накинуть, конечно, им будет тяжелее еще вдвойне. Наур Геннадьевич, почему сразу к премьер-министру? Не предпринимались ли попытки, пообщаться с министром просвещения, с министерством просвещения, да, донести до них свою точку зрения? Я озвучил выше, сказал, что перед тем, как идти к премьер-министру, это была вынужденная мера. Я озвучил, что лично сам был у министра просвещения Инала Соломоновича Капли, но мы не смогли прийти к общему мнению. Вот. Плюс процедура, которая была в парламенте, я озвучил, что были приглашены все заведующие, при встрече мы все обсудили, они высказали свою точку зрения. Наур Геннадьевич, если мы вспомним, да, прошедшие пару лет, то у нас была пандемия, у нас был очень сложный период, и даже, насколько я помню, обучение переводилось в онлайн-формат, да. Вот эти все факторы разве не скажутся на, скажем так, уровне образования вот в период, это же, собственно, те дети, которые тогда, может быть, в 6, 7, 8 классах были? Да, правильный вопрос. Определенно, это даже в обращении этот момент отмечен. На самом деле, когда онлайн-формат во время пандемии был введен как вынужденная мера, хотя очень многие были не согласны даже с этим форматом, я не хочу этот момент сейчас вспоминать и глубоко затрагивать, но данная форма никакие результаты не дает. Почему? Потому что мы тогда не были готовы ни физически, ни технически, ни материально. И поэтому говорить о том, что дети освоили материалы, пришли в школу и смогли применить это на практике, это неправда. Давайте не будем друг друга обманывать. Как раз таки выпускники наших школ по Республике Абхазия, это дети, которые попали в период пандемии, когда как раз таки они начали изучать именно предмет геометрию. Вот. На начальном этапе, в 7-8 классе они начали учить, они попали в период пандемии. Дети не получили нужного багажа знаний, и сегодня, чтобы они сдавали именно стереометрию, я опять-таки не хочу затрагивать глубоко планиметрию, стереометрию, объяснять, в чем разница, но вы прекрасно понимаете, если коротко говорить, это фигуры на плоскости планиметрии, это в пространстве. Это абсолютно разные вещи. Поэтому и не каждому дано это видеть, эту фигуру в пространстве. Не могу не спросить в обращении к премьер-министру большое количество подписей. Добровольно ли педагоги подписывали, скажем так, этот документ, или это все-таки как-то было по-другому? На самом деле это было на добровольном формате. То есть это добровольно учителя подписывали, высказывали свою точку зрения. И, кстати говоря, хочу отметить, что многие коллеги, мои в парламенте считают, что даже если бы это был бы идеальный приказ, то, что он именно подписан
утвержден и запущен до окончания школы за 2,5, за 3 месяца, это уже нарушение. Понимаете же? Этим нужно заниматься в течение года, к этому идти. Я поняла, значит, педагогическое сообщество, ну в данном случае математики Абхазии, фактически категорически против этого новшества. Ну, против это понятно. А предлагают ли они что-нибудь взамен? Альтернатива. Да, альтернатива. Хороший вопрос. Альтернативный вариант однозначно предложен. Никто из учителей не отталкивает этот предмет. Наоборот, они только поддерживают и предложили следующим образом. Со следующего учебного года для поднятия уровня преподавания геометрии ввести устный экзамен в 9 классах по геометрии, отдельным предметом. И там как раз таки будет идти речь о планиметрии. Вот. Это один вариант. Второй вариант, все будут только рады, если будет создана комиссия при Министерстве просвещения, которая будет ездить по районам, посещать уроки преподавания геометрии в течение года. С оказанием, хочу подчеркнуть, с оказанием методической помощи. Было предложение, вот еще когда министром образования была Индира Владимировна Варданя, наши учителя выезжали в Пицунду, они отдыхали, то есть приятно с полезным. Отдыхали, плюс там были учителя, которые по разделам, то есть кто-то читал там тригонометрию, кто-то читал планиметрию, кто-то стереометрию, кто-то модули, то есть разделы алгебры и геометрии более повышенной сложности. И плюс как это оформлять, как это подать, какими способами, какие методы есть. И они с этим опытом делились. То есть и отдыхали, и обучались совместно, хочу сказать. Вот в этом плане не нужно, например, я ничего против не имею, но я считаю, что у нас есть достаточно грамотных специалистов, которые могут провести внутри у нас, есть лектора, есть специалисты в университете, есть в школах, ничем не хуже, есть учителя с большим опытом, которые могут поделиться этим опытом. Представим себе ситуацию, что не отреагировал кабинет министров, да, премьер-министр. Вот с завтрашнего дня все, это данность, с которой надо педагогам работать. Что будет в этом случае? Если, получается, премьер-министр Александр Золотинский Энква, получив данное обращение, где учителя математики школ Республики Абхазия подписались и обратились с просьбой отменить, конечно, премьер-министр может не отменить этот приказ. Но ответственность, это, сейчас это можно сказать, что в виде шантажа в юморной, да? Юмор я всегда приветствую, это не шантаж, это спокойно вот выводы, да? Ответственность не только будет нести при Министерство просвещения, но и кабинет министров, потому что педагогическое сообщество обратилось, они все же больше понимают и знают, потому что на практике они работают с нашими детьми изо дня в день, психологию ребенка, знания и так далее. То есть они более компетентны в этом вопросе, я считаю. И ответственность будет нести кабинет министров. Вот. Поэтому я все же считаю, что нужно обсудить, встретиться и принять правильное решение. И плюс тут хочу отметить, что есть у нас учителя, которые работают и в Абхазском государственном университете. То есть они совмещают и университет, и школу. То есть тут подписи не только учителей, но еще параллельно специалистов университета. Есть кто ведет методику преподавания, есть кто ведет высшую математику, есть кто ведет матанализ, линейную алгебру, аналитическую геометрию. То есть тут разные профили, они в том числе подписались. Вот. Единственный выход, да, если не подпишут об отмене приказа и останется приказ в этом формате, в силе,
не только я, и учителя уже приходят к мнению, к общему знаменателю, что они вынуждены будут решить эти задачи и дать детям списать. Получается, что этим ты не поднимешь уровень преподавания геометрии. Вот, если это цель, то она не будет достигнута. Лучше, я считаю, что позвать методистов, нужно слушаться, прислушиваться к мнению специалистов этого профиля. Это же правильно. Не может быть, чтобы человек знал все. Есть учителя с большим опытом, они скажут свою точку зрения, разработают. Я уверен, что они поддержат. Я лично при встрече сказал, что я поддержу Инала Соломоновича в том, чтобы поднять уровень преподавания геометрии, в разработке положения. Кстати, у них есть шикарный специалист, она посвятила всю свою жизнь именно математике, да, она любит это дело, и она разбирается на высшем уровне. Спокойно, в первую очередь, Марина Ипполитовна Барани, есть такой специалист в Министерстве просвещения, учителя с большим опытом по математике, из районов можно пригласить, где можно совместно разработать положения, разработать билеты, да, утвердить потом Министерство просвещения. Тут на данном этапе не готовы школы к такому формату. Вот и все. Всего лишь навсего вот о чем идет речь. И не то, что учителя не смогут, опять-таки решат, кто учителя. Проверить учителей стоит задача? Я думаю, что нет. Это однозначно, чтобы дети подтянулись за это короткое время, подготовились, подошли к этому предмету более ответственные, но не физически даже дети не успеют. Правда, давайте говорить как есть. Вот. Поэтому, еще раз делая итог, никто не идет против кого-то. Наоборот, хочется поддержать. Но просто форма, которая сегодня предложена, она неприемлема к исполнению. Все. Это все же наши дети, и это дети наше будущее. Все. И делать нужно все для того, чтобы им было во благо. Я надеюсь на то, что педагогическое сообщество в обращении с просьбой, конкретно они говорят об этом приказе, его отменят.